Всем доброго дня суток, с вами Эльвира из Америки. Жапта пороли же, тиндандене Эльвира Америка. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем моим подписчикам, тем, которые присоединились ко мне еще 7 месяцев тому назад, и самым-самым новым моим друзьям. Здравствуйте еще раз. Я безумно вам благодарна и хочу вам сказать, что вы некоторые настолько добрые, настолько отзывчивые, готовы пойти на такой добрый контакт, что я просто удивляюсь и поражаюсь и рада тому, что сегодняшний мир все-таки полон добрых людей. Говоря о прошлом, я снова и снова возвращаюсь к своим родителям, которые научили меня уважать людей. Мама и папа, они оба мне говорили о том, чтобы я относилась к людям одинаково уважительно, без разницы, работает ли этот человек либо директором школы, или же техничкой, или же он президент банка, или же он просто простой дворник. Потому что родители всегда говорили о том, что обидеть человека легко, не только словами, но и своим поведением. А потом, возможно, жизнь может так перевернуться, все наизнанку, как говорится, с головы все на ногу. Сегодня ты богатый, завтра ты не знаешь, каким ты будешь. И неизвестно, как тебя жизнь еще приведет к этому человеку. Поэтому, чтобы потом не было стыдно, всегда относись к людям по-доброму, без разницы, богатые они или же бедные. Безусловно, я старалась следовать мудрым советам своих родителей. Жизнь есть жизнь, и иногда не получается все делать так. То есть быть уважительным. Ты относишься уважительно, но когда тебе неуважительно и уже идут по тебе, тут, конечно, нужно думать о защите. Что мне, в общем-то, и пришлось сделать с моим бывшим мужем. Но это было уже очень порядочно давно. Ну, примерно, я скажу, наверное, 2004 год. Тогда, конечно, ситуация была очень серьезная, и у меня были 2 маленьких девочек на руках, у меня не было денег, я не говорила по-английски, я не водила машину, у меня абсолютно нет никого, и, в общем-то, силы были весьма неравны, у меня даже не было документов, чтобы легально вот продолжать жить здесь. Я, конечно, вообще была в шоковом состоянии, не ожидала от него такого, потому что я приехала сюда для того, чтобы создать семью, и была готова, зная о том, что между нами очень большая разница в годах, я была готова даже возить его на инвалидной коляске, если мне это придется. Но вот все перевернулось, и я поняла, что я в некоторой такой ловушке. Но, в общем-то, взяв себя в руки, я решила, что мне просто-напросто нужно взять отступную и для того, чтобы, дать ему дорогу 2 шага назад, для того, чтобы прождать и уже в будущем иметь свою, как говорится, стратегию для собственного развития и для развития жизни детей. А когда ты мама и у тебя дети, ты, естественно, всегда думаешь в первую очередь о детях, а дети – это твой приоритет. Вот. И, в общем, тогда мне пришлось жить в общежитии для, в общем,
для беженцев, для женщин, это я не знаю, называется это по-английски shelter. И тогда мне пришлось, знаете, обратиться за помощью к женщине, к одной нашей русскоговорящей, потому что, ну, вот единственный телефон, который я на тот момент, вот у меня был, к кому я могла вот обратиться. Но, к великому сожалению, я позвонила этой женщине, оставила я свое сообщение, попросила ее перезвонить, но она мне не перезвонила. Я теперь уже не помню, кто мне тогда помог, но дело в том, что мне нужна была помощь, по-моему, в транспорте, потому что я не водила машину. Ну, я не помню, возможно, я каким-то образом, может быть, кто-то мне дал денег, я взяла такси, уехала, может быть, кто-то мне просто, те были женщины из Талахаси, уже местные, они водили машину, может быть, кто-то из них меня перевез с детьми. Ну, в общем, тяжелое было время. Одним словом, я тогда помощи от этой нашей русской женщины не дождалась. И вот 2006 год я поступаю на работу в штат Флорида. И к тому времени у нас опять отношения как бы с этим бывшим мужем наладились. В общем-то, знаете, когда никого нет, ты делаешь очень много ради детей. И тогда вот этот вот пошла я на мир и на все остальное, вот, чтобы как-то, ну, улучшить прежде всего жизнь своих детей. И я стала работать, и я к тому времени уже получила свои водительские права, уже успела купить вторую машину, причем со второй машиной, кстати, он мне, бывший муж, помог. И я ездила на работу, и причем работа и дом, они находились в 5-7 минутах езды. Каждый раз, когда я выезжала из работы, после 5 часов, ну буквально вот когда в 5-10 заворачивала на свою как бы улицу, я обращала внимание, как останавливается автобус и выходит женщина и идет пешком. Я как бы обратила внимание, один раз проехала. Через день то же самое. Эта женщина опять у нас как бы, знаете, вот в одно и то же время получалось так, что я как бы еду в это время, и автобус останавливается, и та же женщина опять идет пешком. И вы знаете, все-таки на третий день мне стало жаль эту женщину, потому что вообще летом во Флориде очень-очень-очень жарко. Не столько жарко, и сколько еще влажность высокая. И идти вот по такой вот влажной, в общем, даже жаркой погоде, это очень тяжело. И еще ведь не знаешь, какие сложности у этого человека, и какая, возможно, какое, может быть, у него здоровье, позволяет ей это или же не позволяет. Мне стало жаль, и я, в общем, притормозила, и я ей как бы показала, открыла ей дверь, то есть я кликнула на кнопочку, и я говорю, welcome, sit down, please, садитесь, пожалуйста. Она села и говорит, oh, thank you. Ну, и, в общем, по разговору я поняла, что она имеет такой же акцент, как и у меня, по-английски, и я тут понимаю, что я разговариваю с русскоговорящей. А я говорю, о, вы говорите по-русски? Она говорит, да, я говорю по-русски.
Я говорю, вы скажите, пожалуйста, я вас вижу уже третий день, как вы, в общем-то, идете. Я так поняла, что нам по пути. Я говорю, мне стало жаль вас. Я решила приостановиться и увезти вас домой. Скажите, пожалуйста, где вы живете, я вас увезу. Она говорит, да, я вот живу вот там вот. И вы знаете, через минуту, вторую или третью, я тут понимаю, что это вот как раз эта женщина, к которой я когда-то обратилась за помощью. И буквально вот через 5 лет, да, ни много и ни мало, каких-то 5 лет, и у меня уже, в общем-то, живу я в одном из престижных районов города Таллахасси, и работа у меня очень такая хорошая, и я сама вожу машину, и дом мы тогда арендовали тоже хороший. Думаю, ну надо же, каких-то 5 лет, в общем-то, все-таки моя жизнь улучшилась, и теперь уже жизнь повернулась так, что я ей помогаю. Вот такая вот история. Потом я еще, ну, наверное, раза 4, может быть, подвозила ее домой после работы, вот как раз после автобуса. Там, я скажу, довольно-таки очень-очень далекое расстояние. И, как я уже сказала, при такой очень жаркой погоде и влажной погоде очень тяжело ходить. В общем, знаете, потом уже, я не знаю, возможно, ей стало очень неудобно, или совестно, или как. Она мне говорит, ты знаешь, Эльвира, я ведь помню, как ты мне позвонила и попросила меня помочь, а я тебе даже не перезвонила. Ты, говорит, меня прости, пожалуйста. В общем, она тогда сказала какую-то причину, я не помню. Но я просто сказала, да ладно, чего уж там вспоминать. Одна дверь была закрыта, и Господь Бог дал возможность. Я открыла следующую. Пришли другие люди и помогли мне. То есть я хочу сказать, что выход всегда есть из любой такой ситуации. Ну, а с бывшим мужем, конечно, были такие трения и серьезные трения. И не раз мне пришлось ему показывать свои зубки марийские. Как у меня подруга говорит, ну ты показала ему свой национальный оскал. Вот. Вот. Теперь, конечно, мы с ним, ну, особо, конечно, и не друзья, ну и, в общем-то, и не враги. А вообще очень многие мои, вот, те, которые знают историю моей жизни, местные здесь, они очень сильно удивляются, говорят, ну ты молодец, даже с ним ты общаешься, ну вы, я говорю, да. Бог прощал и нам велел. Он потом тоже очень много раз извинялся, но он, как, знаете, как мальчишка нашкодничает, потом извиняется, потом снова нашкодничает, потом снова извиняется. Ну, так и бесконечно. Ну, мне это немножко уже, я подустала от этого. Вот. Вот я вам рассказала такую историю, часть истории из моей жизни, что случилось. Иногда на самом деле думаешь, да что там она там в Америке живет, да нафиг ее вообще, да? Или там кто-то там в России живет, да зачем? Да, вы знаете,
Мы, наверное, очень часто забываем про Всевышнего, который вот все видит и все слышит. Конечно, я никого не хочу учить, и это невозможно, я и не желаю. Вы все можете слушать и выключить меня на, может быть, на второй или на третьей секунде, если вам это не нравится. А можете послушать и что-то на самом деле для себя хорошее почерпнуть. Мы на самом деле очень все такие разные. И если я когда-то поступила так, то это не значит, что и вы должны поступить таким же образом. У вас своя жизнь, у вас своя голова на плечах, свое сердце, у вас все свое. Но так или иначе, я очень искренне желаю вам любви и, самое главное, здоровья и счастья. И пусть это счастье будет у вас внутри. Когда это счастье будет у вас внутри, вы будете счастливы сами собой или же сама собой, тогда вы будете излучать вот это вот счастье и радость вокруг. Я желаю вам всем любви, здоровья, счастья, радости. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Оставляйте свои комменты, свои какие-то, может быть, мнения, с чем согласны, с чем вы не согласны. И всегда думайте о хорошем. И это хорошее обязательно свершится, и вы будете счастливы. Кто еще не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, распространяйте мое видео. И до следующих раз. С вами была Эльвира из Америки. Pagalama yoldaşlar, beş kugutao mayan videom onçumalanda. İşanen kodam, te kolonulada шкаланда иктаж могай оҥай але кӱлешан информацийым. Кӧ эше возалтын огыл, возалтса мыйын каналышке, видеом шарыза, шкендан шонымаштам кодыза и лайкым шындаш ида мондо. Мый уло кумылын тыланем тендылан пеҥгыде тазалыкым, пиалым, тек тиде пиал тендан лиеш эртак шӱм-чоныштыда. Тендан дене лийын Эльвира Америка гычын.